Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня четверг, и мы снова в студии Хабар обсуждаем актуальные темы бизнеса и предпринимательства. Сегодня в преддверии Международного дня женского предпринимательства, который был зарожден в Нью-Йорке под эгидой Организации Объединенных Наций, мы в этот день решили обсудить тему развития женского предпринимательства в Кыргызской Республике. Это очень важный этап развития бизнеса и предпринимательства, потому как в последнее время мировая тенденция говорит о том, что необходимо более активно вовлекать и интегрировать представителей прекрасного пола в экономические процессы, как в стране, так и во всем мире. Сегодня эту важную тему мы обсудим с нашими участницами, топ-менеджерами крупнейших банковских учреждений и попробуем эту тему сегодняшнюю раскрыть именно через призму деятельности банковского сектора в Кыргызской Республике. Сегодня у нас в студии Маргарита Шаимовна Черекбаева, председатель правления ЗАО «Финкобанк». Здравствуйте. И заместитель генерального директора Демирбанка Анастасия Валентиновна Трофимушкина. Добрый день. Добрый день. Уважаемые наши дамы, я рад вас приветствовать здесь сегодня. Я буквально вчера не поленился, посмотрел список всех организаций, которые являются членами Международного делового совета. И для себя очень благоприятную и радостную статистику обнаружил, что на сегодняшний день каждая третья позиция топ-менеджера в Кыргызской Республике из числа компаний в нашей организации занимает представительница прекрасного пола. То есть, на мой взгляд, это хорошая тенденция. Я, начиная нашу беседу, хотел бы буквально вкратце узнать о тех учреждениях, которые вы возглавляете. Маргарита Шаимовна, мы, наверное, с вас начнем. У вас относительно молодой банк, насколько я знаю, буквально в недавнем прошлом банковская лицензия была получена, но история деятельности, она намного дальше в прошлое уходит. Вы не могли бы буквально вкратце рассказать о деятельности вашего банка, о традициях, ценностях, принципах? Спасибо, я думаю, это интересно будет. Спасибо. С удовольствием. Да, мы как банк начали свою деятельность недавно, 3 года назад, в марте 2015 года мы получили лицензию. Но как компания деятельность Финка началась в 1995 году. То есть в следующем году нам как банку исполняется 3 года, а как деятельности Финка в целом 23 года. И за все это время Финка добилась, я думаю, значительных успехов, работая именно в своем направлении в развитии микрофинансирования в стране. Как микрокредитная компания мы проработали более 20 лет, и на микрофинансовом рынке мы занимали лидирующие позиции, как по количеству обслуживаемых клиентов, так и по объему портфеля. Получив лицензию, мы сразу присоединились к 7 ведущих банков страны по основным финансовым индикаторам. Миссия банка, миссия Финка в Кыргызстане – это внести свой вклад в преодоление бедности и также сделать все возможное посредством предоставления финансовых услуг для того, чтобы жизнь и благосостояние наших граждан, наших клиентов улучшалось. Маргарита Шаимовна, спасибо. И я думаю, что факт того, что на сегодняшний день ваше банковское учреждение является одним из ведущих банков на рынке Кыргызстана, это в первую очередь заслуга не просто вас как топ-менеджера, а именно это большая толика, наверное, того, что именно женщина-руководитель, потому что всем известно, что женщины, они помимо того, что домашний очаг охраняют, очень ответственно относятся не только к таким бытовым вещам, но и на работе и так далее. Поэтому спасибо вам, что благодаря вам вы развиваете предпринимательство в нашей стране. И то же самое я готов и констатировать в отношении завода Демирбанк, потому что завод Демирбанк, насколько мне известно, это один из первых международных банков на рынке Кыргызской Республики. Поэтому сегодня вы тоже достаточно динамично развиваетесь, и по многим позициям, по многим услугам вы являетесь флагманом банковского сектора. И тоже вас прошу рассказать о ценностях и традициях именно вашего банка.
Спасибо. Тоже с удовольствием очень расскажу про наш банк. Да, вы правильно отметили, что Демирбанк является первым международным банком в Кыргызстане. Мы в этом году, мы на рынке 20 лет, и в этом году мы отмечали юбилей нашего банка, 20-летие. И мы можем смело сказать, что это 20 лет финансового успеха. Это большая клиентская, огромная клиентская база. Это новые технологии и развитие карточного бизнеса. Как вы отметили, да, мы являемся флагманом в определенных, на рынке банковских услуг определенных. И я смело могу сказать, что мы являемся лидером в карточном бизнесе. Мы первый банк, мы единственный банк, у которого есть свой собственный процессинговый центр. У нас очень большая филиальная сеть банкоматов и посттерминалов. И что самое важное, мы постоянно работаем над развитием этих продуктов. Так мы первые внедрили карточки с технологией PayWay. Это очень удобная технология, бесконтактная технология, когда можно оплатить, не используя пин-коды, не используя, скажем, не затрачивая много времени. Это электронная коммерция, это, скажем, 3D Security, в общем, спектр услуг, которые мы постоянно расширяем, и мы ежегодно инвестируем очень, скажем, большие средства в данное направление. Когда мы начинали, когда мы только открывались, на самом деле мы обслуживали только больше турецких предпринимателей, турецкие компании и международные организации. Так как мы были первым международным банком, то международные организации в основном предпочитали обслуживаться у нас. Это ПРООН, это все проекты международных организаций. Но в последние 10 лет мы нацелились на развитие розничного сектора. И опять-таки могу смело сказать, что мы достаточно успешны в этом направлении. Какая наша основная миссия нашего банка? Да? Это опять-таки развивать банковские продукты, внедрять новые инновационные технологии. И наш бренд – это банк для вашей жизни. То есть мы стараемся всегда удовлетворить все потребности клиентов. Мы очень гибкие. И хочу очень отметить, что все-таки успех банка зависит от его персонала. И поэтому для нас очень важный ценный актив – это наши сотрудники. Мы их постоянно обучаем, мы приветствуем их развитие. У нас есть свой тренинговый центр, который мы недавно создали, и мы очень им гордимся. И мы обучаем сотрудников постоянно. Спасибо. Я думаю, что действительно о тех услугах, да, или тех достижениях, которые ваши банковские учреждения уже на сегодняшний день достигли, можно говорить бесконечно. Но я хотел бы все-таки нас возвратить в русло именно женского предпринимательства. Да? Знаете, коллеги, я в последнее время действительно замечаю мировую тенденцию. Да? Есть более радикальный, допустим, это феминизм, да, когда женщины борются за равноправие полов, да. Есть более либеральные, да, это пропагандируется и на уровне государства, да, международных организаций, это вопрос гендерного равенства, это более либеральный подход. И я до этого сказал, что есть такие внедряемые принципы, когда мы создаем условия для того, чтобы обеспечить, да, вхождение женщин-лидеров на тот или иной рынок, да, интегрировать женщин, да, в экономическую деятельность. Но я бы, насколько я отношусь к этой ситуации, я не согласен с тем, что наличие женщин на сегодняшний день, да, в том числе и банковских учреждений, на позициях топ-менеджеров и вообще в компаниях, это ни в коем случае не проявление женского феминизма. Это всецело заслуга женщин в том плане, что с каждым годом
улучшается образование, да, компетенция соответственно. То есть это вот заслуга не того, что вот якобы так с барского плеча просто предоставили возможность, и женщины этим воспользуются. Нет, это обычный процесс, естественный, да, когда женщина становится более компетентной и, соответственно, занимает достойное место вот, и в органах государственного управления, и в бизнес-структурах и так далее. Вот насколько в ваших учреждениях обстоит дело с этим, да? Насколько, как у вас, скажем так, осуществляется вот этот либеральный подход по гендерному равенству и так далее. Вообще есть такие принципы заложены в вашей деятельности? Обязательно. И я согласна здесь с вами, что это скорее тенденция, нежели какие-то исключения, что все больше женщин достаточно подготовлены профессионально, морально для того, чтобы приступать, занимать руководящие позиции. И я думаю, что они находят какой-то баланс между работой и семьей, что очень важно для женщин. На примере своего банка, нашего банка, Финка-банк, могу сказать, что за последние 5 лет наметилась интересная тенденция, и она вот такая вот устойчивая. На данный момент 60% руководителей среднего звена в банке составляют женщины. И эта тенденция, как я уже отметила, наметилась, скажем так, 5-7 лет назад, и она устойчиво растет. То есть мы 5 лет назад имели около 38% женщин-руководителей, сейчас это практически 60%. И тенденция устойчива, поскольку мы работаем во всех регионах страны, нет исключений между регионами, нет исключений между столицей и регионами, то есть это такая вот устойчивая и однородная тенденция по всему банку. И у нас все-таки работает 1200 человек, то есть как бы выборка тоже достаточная, чтобы сказать, что это тенденция. То же самое на уровне правления, да, то есть у нас половина правления состоит из женщин, половина правления из мужчин. Да, конечно, это очень важно понимать, что в Кыргызской республике вот эти принципы, которые заложены в масштабе мировом, то они реализуются, имеют прикладную реализацию, да, это очень важно. Ну, насчет вашей организации я даже не сомневаюсь, потому что я, насколько мне известно, вот на уровне заместителей генеральных директоров, по-моему, у вас только представительницы прекрасного пола, да? Вот. Что относительно вашего банка, вот какая тенденция имеет место в рамках вашего учреждения? Ну, хочу отметить, что сфера услуг это вообще, скажем, больше относится к женской работе, да? И изначально вообще в банке, скажем, давно-давно, в основном работали только женщины. То есть это сфера услуг, это банковское обслуживание. И 90% это были женщины. Сейчас ситуация немножко изменилась, потому что здесь налицо как бы вот развитие продуктов, развитие новых технологий. И здесь у нас больше, скажем, мужчины начинают принимать участие в управлении. Но в нашем банке на сегодня где-то порядка 70% это женщины. Если говорить о структуре и составе руководителей, не топ-менеджмента, а руководителей, то это порядка тоже 50-60%. В топ-менеджеры, да, как правильно вы отметили, у нас из 5 членов правления это 3 женщины и 2 мужчины. Вот. Если говорить о том, что однозначно никаких ущемлений в наших организациях, ущемлений именно в гендерном направлении не существует. Если человек работает достаточно хорошо, он может продвинуться, и мы его продвигаем, исходя из его способностей. Да, вот как раз не будем отходить далеко от темы, да, уже, наверное, мы постараемся определить одну из основных проблем, да, с которым сталкивается предпринимательство, именно женское. Мы, когда классифицируем проблемы бизнеса и предпринимательства, да,
особенно стартапов, мы констатируем тот факт, что одна из основных проблем – это доступ предпринимателя к финансированию. Да? То есть даже если, условно говоря, у человека на руках золотой бизнес-план, бриллиантовый, да, он не сможет ничего реализовать, потому что у него доступа к финансам нет. Вот каким образом Демирбанк решает этот вопрос? Именно доступа, давайте через призму женщин-предпринимателей возьмем. Как вы решаете этот вопрос именно в разрезе вашего банка? Существуют какие-то конкретные программы, допустим, для поддержки женского предпринимательства? Может еще что-то есть такое, вот особенности какие? Ну, отдельных программ у нас, специальных программ у нас нет. Но хочу отметить, что если мы говорим про финансирование, то однозначно женщины-предприниматели – это наибольший состав в плане наших финансовых услуг, в плане именно кредитования. То есть порядка около 70-80% заемщиков – это именно предприниматели, это женщины. И могу сказать, что вот именно женщины-предприниматели, они достаточно успешные. Например, вот у нас есть программа «Скоринг», которая определяет путем, скажем, там, добавления всех параметров, да, которые у нас там есть специальные вопросы, и результат выходит такой, что эта система, она как бы дает оценку. И вот способность женщин погашать заемные средства, она на самом деле очень высокая. И это мы видим как из вот этой программы «Скоринг», которая делается на момент оценки заемщика, и так и по, скажем, потом по уже истории погашения, да, заемных средств. Наверное, это еще исходит из того, что женщины более ответственные, более организованные, да, женщины-предприниматели, за ними лежит груз и ответственность семьи, детей. И вот в этом направлении женщины, именно заемщицы, предприниматели, достаточно успешны в нашем банке. Анастасия Валентиновна, вы для меня очень интересную статистику сейчас привели, да, что большинство заемщиц являются женщины, порядка 70%. Я думаю, что вы отразили ситуацию не только в вашем банке, да, но, наверное, это и повсеместная такая статистика, потому что именно вот и многие партнеры по развитию, да, занимаясь развитием женского предпринимательства, говорят о том, что в основном женское предпринимательство задействовано на уровне микро и малого бизнеса, да? Вот. А это, наверное, как раз-таки ваша аудитория, ваша клиентура, да? Вот. И вопрос к вам, вот в части вашего опыта работы в этой направленности, какие виды финансирования, да, востребованы со стороны женщин в большей степени? Вот правда или правдиво ли мое наблюдение, да, что женщины действительно в настоящее время задействованы в микро и в малом бизнесе, или это относится к среднему и крупному бизнесу? То есть вот как вы вот сказали бы на этот счет? Ну, основываясь на статистике 23-летней на данный момент, мы действительно можем подтвердить, что основное большинство наших заемщиц микропредпринимателей, среди микропредпринимателей и малых предпринимателей это женщины. Да? На данный момент это 65% от всего количества заемщиков. На данный момент мы обслуживаем 110 тысяч клиентов. И женщины-предпринимательницы очень уверенно, очень успешно ведут свой бизнес. Да? Они знают, чего они хотят, они двигаются к этой цели, наращивают свои активы, очень ответственно подходят к выплате кредитов и так далее. Однако мы заметили также и еще одну интересную особенность. Чем выше сумма кредита, тем более по-другому складывается картина, да? Тем больше мужчин появляется предпринимателей, которые берут кредиты. И на мое мнение личное,
Это то, что связано, это связано с психологической особенностью. Да? Женщины более консервативные, риск аппетита у них немного ниже, и поэтому, когда мы смотрим в сторону более крупного кредитования, там больше присутствуют предприниматели и мужчин. Да, Маргарита Шеевна, спасибо. И я, кстати говоря, хорошо знаком с деятельностью вашего банковского учреждения. И мы знаем, что вы осуществляли большую работу в части финансовой грамотности населения. Да? То есть финансовая грамотность населения, она предполагает там, не только ознакомить народ со своими товарами и услугами, да, но и, может быть, в какой-то степени даже научить составлять бизнес-планы, там, да, иные документы, да, которые необходимо создать для того, чтобы получить соответствующее финансирование. Вот вы не могли бы вкратце рассказать в этом направлении, то есть это актуально сейчас, то есть это ваша перманентная работа, да, или вот вы определенную работу провели, на этом остановились, то есть вот какие тенденции вашей организации и вообще в целом по стране именно в части финансовой безграмотности женщин-предпринимателей или потенциальных предпринимателей. Да? Да, Финкобанк вкладывает большие усилия в развитие и углубление уровня финансовой грамотности в стране. И эта программа, у нас есть программа, посвященная финансовой грамотности, и она не только для женщин-предпринимателей, это вообще как бы для населения Кыргызстана. Запустили мы ее в мае 2012 года, и причиной послужило то, что в этот момент как бы сектор микрофинансирования, банковский сектор, столкнулся с потенциальной проблемой перекредитованности. Да? То есть заемщики брали очень много кредитов во многих финансовых организациях. Мы провели свое исследование, чтобы понять, что стоит за этим. И пришли к выводу, что, к сожалению, не все предприниматели понимают риски, связанные с этим. И поскольку мы как бы ответственный финансовый институт, мы решили, что мы должны нести свою лепту в решение этой проблемы. И запустили эту программу, сами разработали тренинг, который состоял из одного модуля, вопросы кредитования и вопросы управления личным бюджетом, каким образом можно обходиться без кредитов, хотя мы были в тот момент кредитной организацией. Но, тем не менее, хотели подчеркнуть, что брать кредиты – это не всегда обязательно, и нужно развивать сбережения, личные сбережения для того, чтобы обеспечить собственную безопасность, финансовую безопасность. Эта программа развилась, и за 5,5 лет из одного модуля эта программа превратилась в многовекторную программу. У нас сейчас есть модуль по сбережениям и управлению личным бюджетом. Этот тренинг адаптирован для разных аудиторий, для взрослого населения, для школьников, старшеклассников, для студентов. У нас в банке сейчас 52 квалифицированных, подготовленных специально для проведения таких тренингов сотрудника. И это теперь не только аудиторный тренинг, но и онлайн-тренинг, и ролики для телевидения, для радио и так далее. У нас очень много замечательных партнерств в этой сфере наметилось, как с нашими банковскими учреждениями, с Союзом банков, с учебными учреждениями, допустим, Кыргызско-Российский славянский университет. Мы выпустили совместно методологическую программу по финансовой грамотности, которая одобрена Министерством образования. И нас поддерживают международные финансовые институты, которые понимают важность этой проблемы, однозначно поддерживает весь сектор. Эта программа продолжает развитие. На данный момент мы обучили 19. Мы провели 1500 тренингов за эти 5,5 лет и обучили практически 30 тысяч человек. Для нас успех этой программы – это не количество людей, это даже не партнерство, которое мы очень ценим. Самое главное, что через свои исследования мы видим, что жизнь людей после тренинга немного меняется. То есть они немного по-другому смотрят на управление собственным бюджетом, на то, как они могут обходиться более эффективно и рационально использовать собственные средства, не всегда обращаться к кредитам. То есть развитие уровня финансовой грамотности. Маргарита Шеевна, я с вами полностью согласен. Мы, учитывая наши должностные обязанности, на каждодневной основе проводим встречи с бизнес-сообществом. И я вам открыто скажу, что финансовая грамотность – это мнение предпринимателей. Финансовая грамотность населения именно в части услуг банковского сектора, да, деятельности банков, она находится на очень высоком уровне.
И даже вот у меня буквально недавно, вчера был разговор, ой, не вчера, не недавно, в прошлом был разговор, и констатировали факт, что, допустим, да, в части тоже финансовый рынок, финансовый сектор, но деятельность, так, к примеру, деятельности фондовой биржи, да, вот инструментов, допустим, вот этого сегмента, она намного менее освещена, нежели ваша деятельность. Поэтому вот это зерно для тех лиц, которые занимаются, допустим, фондовым рынком, да, для того, чтобы осуществлять, скажем так, ликвидацию финансовой безграмотности в этой части, да, это тоже очень важно. Вы что-то хотели добавить? Нет, только то, что участники тренингов действительно воодушевляются. То есть мы видим прямой ответ и чувствуем, что это действительно востребованное направление. Да. Ранее, до этого, я уже обозначил одну из основных проблем женского предпринимательства. И не только женского предпринимательства, это доступ к финансированию. Существует ли в вашем понимании, да, почему я спрашиваю в вашем понимании, потому что вообще сотрудник банковского учреждения это настолько универсальное лицо, то есть вы, начиная там от, допустим, действительно наличия там какого-то бизнес-плана, отслеживаете, да, в момент выдачи денежных средств, еще и отслеживаете, насколько эффективно реализуется этот проект. То есть на самом деле сотрудник банковского сектора это универсальная личность, поэтому, скорее всего, вы сталкивались в практике и по проблемам женщин в части предпринимательской деятельности, да, помимо вот того, что я обозначил ранее, это в части доступа к финансированию, вы можете назвать какие-то другие проблемы или барьеры, да, которые вот можно было бы обозначить и дать посыл для того, чтобы они повсеместно разрешались в Кыргызской республике? Вы имеете в виду проблемы женщин-предпринимателей, клиентов, да? Да, клиентов. в том числе. Я не вижу проблем, которые могли бы ограничивать, да, или препятствий, которые могли бы создавать проблемы к предпринимательству, к развитию предпринимательства у женщин. На мой взгляд, таких проблем и ограничений я не вижу. Самый важный постулат – это желание, это время, возможность, скажем так, совместить домашние заботы с предпринимательской деятельностью и получить доступ к финансированию. Абсолютно, да? абсолютно верно, да. Да, спасибо. Это действительно отрадно, да, что вот те проблемы женского предпринимательства, которые вот мы сейчас обозначили, в принципе, достаточно решаемые проблемы. И теперь вот я для себя констатирую факт, что на самом деле Кыргызская республика именно в этой части движется в правильном направлении. Да? И я вот всегда шучу, когда разговариваю, в том числе и вот с представительницами топ-менеджмента, женщинами, что как бы вот в скором времени не пришел такой момент, когда уже мужчинам нужно будет, скажем так, специальные программы, за гендерное равенство продвигать и так далее. Поэтому, но в принципе, я думаю, что в целом мы смогли раскрыть основную тему сегодняшнего нашего обсуждения. По нашей традиции я хотел бы обратиться к вам. Наверняка вы как женщины, да, как представительность и как лица, которые реализуют, да, вот, женское предпринимательство на практике, наверняка у вас есть какие-то пожелания, может быть, к участникам вашего рынка, может быть, к представительницам всей страны, да, вот, женщин, может быть, государственным органам. Вот это хорошая площадка для того, чтобы обратиться и призвать наших партнеров, да, к взаимодействию. Поэтому, пожалуйста, в порядке очередности прошу вас. Хотелось бы пожелать или дать совет, да, женщинам, которые хотят начать вести свой бизнес или расти. Да. Не бойтесь, на самом деле это все легко,
надо просто, во-первых, постоянное обучение, это очень важно. Кроме того, нужно, скажем, знать хорошо, да, свой бизнес. То есть, когда человек начинает заниматься бизнесом, и особенно женщина, в силу того, что женщины очень обстоятельные, мне кажется, в этом и есть успех. Они рассмотрят весь этот, скажем, пакет, да, весь этот вот проект во всех направлениях. Вот так и нужно делать, да, то есть нужно основательно и очень, скажем, уверенно рассмотреть этот проект, понять его. Ну и хочу добавить, так как все-таки мы женщины, хочу добавить, чтобы всегда был баланс между бизнесом или работой и семьей. Потому что когда женщины полностью уходят в бизнес, 90% времени это бизнес, на самом деле страдает семья, а семья и наши дети – это наше будущее. Они должны тоже получать заботу, тоже образование, да, которое мы даем отчасти мы им. Вот, поэтому важно находить баланс между бизнесом и между семьей и личной жизнью. Спасибо, Маргарита Шаимовна. Да, я бы хотела обратиться к молодым девушкам, женщинам, которые только начинают свою карьеру или бизнес. Самое главное — четко знать, чего вы хотите. То есть определитесь сначала с целью, а потом верьте в себя и работайте над собой. Да? Каждый день мы должны становиться лучше для того, чтобы продвигаться к своей цели. И когда я смотрю вокруг, я вижу, какие сильные у нас женщины, да? Какое молодое поколение растет сильное. Поэтому я уверена, что женское предпринимательство будет у нас очень уверенно расти. Спасибо. Дорогие зрители, дорогие наши женщины, я еще раз хотел бы в преддверии Международного дня женского предпринимательства поздравить вас с этим важнейшим праздником и пожелать вам успехов в предпринимательской деятельности, в бизнесе, вот, чтобы вы развивали, скажем так, экономику Кыргызстана на благо развития государства, на благо состояния наших семей. Спасибо, увидимся в следующий четверг.